всех приветствовать вас на нашей научно-практической конференции, которая посвящена теоретическому наследию Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Наша конференция носит не только научный, но и прикладной практический характер. Для участия в нашей конференции, скажем, приглашены не только члены РУСО, но и наши члены Рискома Компартии. Мы пригласили на конференцию представителей наших улусных партийных организаций. И согласно утвержденного Координационным советом плана научно-практической конференции, значит, заявлено 7 докладчиков. К сожалению, один у нас выбыл по уважительной причине, поэтому сама тематика научно-практической конференции должна быть раскрыта в выступлениях наших товарищей. Ну, я хотела сказать, что традиционно, как и всякой конференции, мы объявляем регламент. Да? Согласно регламента, мы отводим каждому выступающему до 10 минут. И согласно каждому докладчику до 10 минут. Можно докладчикам вопросы задавать сразу после его выступления в письменном и устном формате. И, скажем, отводим сколько минут на ответы и вопросы? Ну, до 5 минут. До 5 минут. Итак, наш регламент утвержден. Мы начинаем нашу конференцию. Если выступающие люди, то куда ходят? Выступать. Ну, я думаю, что если после того, как выступит основной состав участников, заявленных, там, скажем, конференции участников, мы можем, скажем, дискутировать какие-то вопросы. И поэтому, если будут желающие участвовать в обмене мнениями, а это приветствуется, ну, мы дадим, сказал, вот Лазарь Степанович подсказывает мне, до 3 минут. Достаточно до 3 минут? Хорошо, спасибо. Итак, мы все соглашаемся с нашей повесткой конференции и приступаем. С большим удовольствием я предоставляю слово нашему уважаемому доктору философии, профессору Лазарю Степановичу Филиппову. Он открывает нашу конференцию темой «Теоретическое наследие Карла Маркса и Фридриха Энгельса в области философии». Пожалуйста, Лазарь. Уважаемые коллеги, Карл Маркс, будучи студентом Берлинского университета, в 1841 году познакомился с младогегелианцами и стал одним из духовных лидеров докторского клуба. Такой дискуссионный клуб у них был. Один из младогегелианцев, Гесс, писал своему другу Ойербаху: «Доктор Маркс, таково имя моего кумира, и все совсем молодой человек, едва ли ему 84 лет, он нанесет последний удар средневековой религии и политике, в нем сочетается глубочайшая философская серьезность, тончайшим остроумием». Вот как характеризовали молодого Карла Маркса и его коллеги. Серьезным подспорьем критики гегелевского идеализма для Карла Маркса стала работа Людвига Фейербаха, одного из видных философов классической немецкой философии, предварительные тезисы и реформы философии, вышедшие в свет в 1843 году, в которой он писал: «Достаточно повсюду поставить предикат на место субъекта, субъект на место объекта, то есть перевернуть спекулятивную философию, и мы получим истину в ее неприкрытом чистом виде». Эта идея переворачивания идеалистической философии, установления коренного отношения между мышлением и бытием была использована Карлом Марксом в статье «Критика гегелевской философии права». В этой статье Карл Маркс, глубоко анализируя расстановку классовых сил, впервые обращает свое внимание к пролетариату как единственной силе, способной и решать революционным путем задачи всеобщей человеческой эмансипации, который Карл Маркс связывал и эмансипацию самого пролетариата.
Идея Карла Маркса о всемирно-строительской роли пролетариата, разрушителя капиталистического общества, творца нового коммунистического общества имела огромное значение. Карл Маркс обосновал другой важный тезис – положение об огромном революционизирующем значении передовой теории, ее роли как могучего фактора в борьбе за коренное перестройство общества. Теория становится материальной силой, как только овладевает массами. Карл Маркс делает вывод. Философия находит в пролетариате свое материальное оружие, пролетариат находит в философии свое духовное оружие. Карл Маркс закладывал основу нового материализма, обогащенным всеми завоеваниями диалектического метода, диалектического материализма. Карл Маркс определил сущность человека в своей действительности, есть совокупность всех общественных отношений. Философы здесь различным образом объясняли мир, но дело заключалось в том, чтобы изменить его. И решающее значение для понимания законов развития общества имело выяснение диалектики производительных сил производственных отношений. Производительные силы определяют форму общения и форму общественных отношений. По мере развития производительных сил прежняя форма общественных отношений перестает соответствовать им, и которые превращаются в их оковы. Это противоречие решается только путем социальной революции, которая создает новые общественные отношения, соответствующие более развитым производительным силам. Карл Маркс в материалистическом понимании истории нашел путь для объяснения сознания людей из их бытия. Таким образом, заслугой Карла Маркса, Фридриха Энгельса состоит в том, что они впервые извлекли диалектический метод, указали на его связь с гегелевской диалектикой, которая стояла на голове. И Карлу Марксу и Энгельсу пришлось поставить ее на ноги. И тем самым оружием критик они преодолели идеализм гегелевской философии. Отличие марксистской диалектической философии состоит в том, что у нее нет ничего навсегда данного, установленного, безусловного, святого, ибо во всем они видят печать неизбежного падения, ничто не может устоять перед ней, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от нищего к высшему. Фридрих Энгельс сформулировал основной вопрос философии. Великий основной вопрос философии есть вопрос отношения мышления к бытию. Этот вопрос имеет и другую сторону – состояние нашего сознания познать мир. В зависимости от того, как понимали философы основной вопрос философии, они составили два противоположных направления. Первое. Философы, которые объясняли мир, исходя из духа сознания, составили ряд идеалистов. Второе. Философы, которые признавали за основу миропонимания материю, существующую независимо от сознания человека, составили отряд материалистов. Карл Маркс пояснял, что философское уяснение самых общих предпосылок человеческого существования должно исходить из наличия мира человека. Фридрих Энгельс разъяснял, что действительно единство мира в его материальности, ибо в действительности нет ничего, кроме различных форм движения материи. Фридрих Энгельс изложил основной закон диалектики. Первое. Единство борьбы противоборства, внутренний источник любой формы развития. Второе. Переход к количеству изменений качественный. Это скачкообразный процесс, происходит перерыв постепенности. И третье. Отрицание. Таким образом, диалектика есть наука о всеобщих законах движения, развития природы, общества человека. Жизнь есть сама себя порождающая, себя разрешающая противоречие. Как только это противоречие прекращается, наступает смерть. Фридрих Энгельс разъяснял о том, что разум человека развивается соответственно тому, как человек научился изменять природы, соблюдая их законы и подчиняясь им. Таким образом, диалектический материализм выражает объективный мир, закономерность его развития, действия человека, относительно человека к этому миру. Последовательное распространение Марксом и Энгельсом материализма в область общественной жизни составляет материалистическое понимание истории, исторический материализм, который в своих категориях, законах отражает общество, закономерность его развития, действия человека относительно к этому обществу. Исторический материализм является
составной частью марксистской философии. Соотношение бытия общественного сознания выражает существо основного вопроса философии переведите к обществу. В основе закономерного развития общества между производством лежит производство материальных благ, от которых зависит и которым определяются все другие стороны общественной жизни. Фридрих Энгельс дал определение производительным силам. Это люди плюс средства производства, созданные человека, им переводимые действия, то есть средства производства являются мерилом развития самого человека. Показателем успехов человека достигнут им в борьбе с силами природы. Карл Маркс указывал, наиболее могучей производительной силой является сам революционный класс. Карл Маркс и Фридрих Энгельс научно аргументировали, общественное бытие определяется общественное сознание. Производственные отношения зависят от уровня развития производительных сил. Экономический базис общества определяет соответствие ему настройки политические, научные, религиозные. Таким образом, как теоретическое выражение коренных интересов самого передового революционного класса пролетариата была создана марксистская философия, идеология рабочего класса, идеология миллионов трудящихся, идущих за рабочим классом. Ибо классовая борьба между пролетариатом и буржуазией необходимо ведет к пролетарской революции и к установлению диктатуры пролетариата. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, уважаемые наши участники конференции, есть вопросы к Лазарю Степановичу? Есть? Ну, я просто хочу сказать, вот, конечно, Лазарь Степанович очень четко и самые важные моменты изложил, да, скажем, разработок Маркса и Энгельса в философии. Это исторический материализм и диалектический материализм как один из самых мощных, наверное, да, научных методов. Сегодняшняя наука, она далеко ушла вперед, да, но с точки зрения именно социальных науках, я больше не вижу, чтобы кто-то предложил вот такую методологию мощную, так ведь, да? Поэтому я думаю, что действительно ценность и заслуга заключается в том, что это настоящий, да, научный метод, что диалектический материализм, что исторический материализм, никто его не может отрицать или предложить что-то взамен нового. Итак, большое спасибо, мы благодарим Лазаря Степановича. У нас следующий докладчик был с докладом «Теоретическое наследие Маркса в области политэкономии». Светлана Васильевна Гоголева, скажем так, сегодня отсутствует. Но я думаю, что в выступлениях какие-то фрагменты прозвучат, потому что есть такие у нас заявленные темы, где это затрагивается, проблема и тема. Итак, следующий вопрос у нас: теоретическое наследие Карла Маркса и Фридриха Энгельса в области классовой борьбы. Слово предоставляется Иннокентию Ивановичу Романову, депутату Государственного собрания, Илтумен, и второму секретарю Якутского горкома партии. Так, пожалуйста, Иннокентий Иванович, вам слово. Так, дорогие участники конференции, ну, прежде всего я должен всех поздравить, что мы действительно все-таки обратились к наследию основоположников, потому что в 2018 году мы отмечали 200 лет Карлу Марксу, а в прошлом году отметили 200 лет Фридриху Энгельсу. Это большие даты, и, конечно, вот, без того, чтобы не рассмотреть их теоретическое наследие, ну, хотя бы в общем виде, да, мы пройти мимо этого не могли. Так, ну, по своей теме, значит, следующее. Вот сейчас, что значит, расскажу. Значит, распространим диалектический материализм с изучения явлений природы на изучение явлений истории, общественной жизни. Маркс и Энгельс создали исторический материализм. Ну, о нем вот только что Лазарь Степанович говорил. И тем не менее, значит, я без этого, потому что классовая борьба, она как раз вот в рамках
исторического материализма рассматривается. Так, вообще открытие исторического материализма Ленин назвал честным завоеванием научной мысли. И вот в рамках этого явления, значит, появилось учение об общественно-экономической формации. Ну, всего в истории человечества, вы знаете, было выявлено 5 формаций, которые представляют собой ступени исторического процесса, фазы зрелости земной цивилизации. Процесс возникновения, становления, развития и смены общественно-экономической формации неразрывно связан с борьбой различных классов между собой. Согласно определению марксизма-ленинизма, классы называются большие группы людей, различающиеся по их месту в системе общественных отношений, по их отношению к средствам производства, как главное, как говорится, призма. Начиная с рабовладельческой формации, классовая борьба стала основным содержанием человеческой истории. Она является не чьей-то прихотью или недоразумением, а заложена в самом существе антагонистического общества, в конфликте между развивающимися производительными силами и устаревшими производственными отношениями. Поэтому в условиях антагонистического строя классовая борьба представляет собой не только основное содержание, но и ее важнейшую движущую силу. При этом борьба классов происходит постоянно, независимо от того, ведутся или нет открытые военные действия. Ну, в частности, сейчас, несмотря на, скажем, больших активных действий нет, революционных действий пока нет, скажем, в России, но классовая борьба идет. И как свидетельствует опыт, в ней в конечном итоге побеждает тот класс, который является носителем более прогрессивных, чем прежние общественных отношений. Узловым пунктом и высшей точкой классовой борьбы, согласно марксизму-ленинизму, является социальная революция. Это коренной поворот в жизни общества, в результате которого исчерпавшие себя формации заменяются более прогрессивными. Центральный вопрос всякой революции составляет вопрос о власти. Ее переход из рук реакционных классов в руки революционных классов есть главный, основной признак революции. Маркс называл революции локомотивами истории. Поскольку классовая борьба и связанные с ней социальные революции составляют основное содержание, важнейшую движущую силу общественного развития, то подлинным творцом истории являются не отдельные выдающиеся личности, не герои, а непосредственный носитель, главный участник классовой борьбы и революции – народ. Пока народ под воздействием материальных факторов жизни не созрел к историческому действию, никакие даже самые прекрасные идеи не смогут его к этому побудить. И никакие даже самые выдающиеся личности, выдвигающие их, ничего без народа не смогут осуществить. Идеи по Марксу становятся материальной силой только тогда, когда овладевает массами. Основоположники марксизма-ленинизма открыли закон возрастания роли народных масс в истории. Суть его в том, что вместе с основательностью исторического действия увеличивается и размер участвующих в нем народных масс. И наоборот, чем глубже преобразование, которое требуется осуществить, тем больше надо вызвать к нему интерес и сознательное отношение десятков миллионов трудящихся. Вместе с тем, марксизм-ленинизм нисколько не умаляет из значения, которое может иметь для общества деятельность отдельных личностей. Особенно это относится к лидерам, руководителям различных социально-политических сил. При этом решающим фактором влияния лидера на историю выступает, возможно, более тесная связь лидера с народными массами, выражение их воли и интересов, служение их нуждам и чаяниям. Одним из выдающихся открытий Маркса и Энгельса было то, что они выявили всемирно-историческую роль рабочего класса в неспровержении капитализма и построении нового общества. Он представляет собой единственный до конца революционный класс, выступает как гегемон революции. Однако для того, чтобы пролетариат выполнил свою историческую миссию, он должен осознать свое положение в обществе и быть организованным. Для этого пролетариат должен создать свою пролетарскую партию как высшую форму классовой организации пролетариата, ее авангард, руководящую и направляющую силу. Маркс и Энгельс, являясь выдающимися учеными, как создатели коммунистического мировоззрения, ни в малой степени не принадлежали к чисто кабинетным мыслителям, оторванным от реальной практической борьбы. В связи с этим Энгельс указывал, что несмотря на всю свою преданность науке, Маркс никогда не ограничивался только ею. Она далеко не поглощала его целиком и была для него даже не главной. В науке Маркс видел прежде всего могущественный рычаг истории, революционную силу в самом высоком значении этого слова. Маркс был, по его собственным словам, прежде всего революционером. Его стихию составляла борьба
борьба за неспровержение капиталистического общества, за освобождение пролетариата. И он боролся с такой страстью, с таким упорством, с таким успехом, как борются немногие, говорил Энгельс. К началу 1847 года, ну вообще-то здесь, оказывается, есть еще выступающие по созданию пролетарской партии. Да, естественно. А я тут немножко пройдусь. Ну ладно, Ничего страшного. повторюсь, да? Ага. К началу 1847 года руководители немецкой эмигрантской организации «Союз справедливых» обратились к Марксу и Энгельсу с предложением вступить в союз и помочь в разработке его новой программы и организационной перестройки. Перед Марксом и Энгельсом открылась возможность направить свою деятельность, всю деятельность Союза к той цели, которая их воодушевляла, к созданию пролетарской партии на основе принципов научного коммунизма. То есть приложить практически свои знания, практической работе, революционной работе. В результате работы первого и второго конгрессов Союза коммунистов, Союз справедливых, он уже на первом конгрессе был изменен на Союз коммунистов, были приняты новый устав и программа партии, выдвинут новый лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», который Фридрих Энгельс объяснял таким образом, что буржуазия уже объединилась в Международный союз, он даже называл чуть не братский союз буржуазии, да, и ему надо противопоставить, его может победить только братский союз рабочих всех наций. По поручению второго конгресса Союза коммунистов 29 ноября 1947 года Маркс и Энгельс уже в конце января 1948 года, то есть буквально за 2 месяца, подготовили манифест коммунистической партии, вдохновенную декларацию основных принципов революционного мировоззрения пролетариата и первый программный документ марксизма. Маркс и Энгельс считали, что деятельность Союза коммунистов отражала борьбу за пролетарскую партию на ранней стадии освободительного пролетарского движения, когда она отличалась значительной идейной незрелостью и организационной слабостью. И главной фигурой в ней был пролетаризирующийся промышленный подмастерье небольшой численности, не более 400 человек. Неоднократные попытки Маркса и Энгельса превратить Союз коммунистов в ядро более широкой, сплоченной и влиятельной пролетарской организации так и не увенчались успехом. И 17 ноября 1952 года по инициативе Маркса было принято решение о распуске данной организации. Марксу и Энгельсу их деятельность в Союзе коммунистов дала чрезвычайно много. Впервые они развернули свои дарования как стратегии и тактики пролетарской борьбы, а крепко возмужал их организаторский и пропагандистский талант, неизмеримо обогатился жизненный и политический опыт. Новый революционный подъем конца 50-х, начала 60-х годов XIX века был ознаменован значительным сдвигом в международном рабочем движении. В связи с прогрессом промышленной революции увеличился удельный вес рабочих крупной промышленности, что, конечно, значительно изменило ситуацию по сравнению со временем Союза коммунистов. Подъем рабочего движения выдвинул задачу сплочения сил международного пролетариата, рождались идеи создания массовой международной рабочей организации. Научно же идея пролетарского интернационализма Марксом и Энгельсом была уже обоснована в период существования Союза коммунистов еще. И вот ваше время истекло, вам еще сколько надо времени? Да нет, немного. 28 сентября 1964 года в Лондоне на митинге представителей английского, французского, немецкого, польского и итальянского пролетариата было основано Международное товарищество рабочих. Про интернационал тут подробнее скажу. Я тут еще должен сказать, что там, если отталкиваться от работы Владимира Степановича, у него там по классовой борьбе, там очень много разных параграфов. Они касались еще и образования Парижской коммуны, как первой пролетарской революции, да? И ее значение. Вот ее значение Маркс и Энгельс определяли таким образом, что, можно сказать, факел, или, можно сказать, огонь, который был зажжен французской революцией, он будет периодически вспыхивать в других странах, и в конечном итоге, эта идея победит. И, в общем-то, они считали, что коммуна действительно это первое начало, как говорится, пролетарской революции, которые должны были привести к успеху. Тут еще должен сказать про социалистическую революцию, да. Маркс и Энгельс, кстати, давайте так, в общем,
Они, конечно, предвидели, что социальные революции так или иначе будут. Они при них были, буржуазной революции. И они видели роль рабочего класса в буржуазной революции как, значит, ну, чуть не основной организующей силы, основной движущей силы революции, но при этом которая временно как бы поддерживает либеральную буржуазию, но всегда выдерживает свою самостоятельную линию. И даже у них идея потом появилась о перманентной революции. То есть вслед за буржуазной революцией, в случае успеха, значит, рабочий класс может продлить эту буржуазную революцию до пролетарской. Что у нас и произойдет, вы знаете, в нашей стране. Февральская, потом Октябрьская революция. Вот, они говорили об экономических предпосылках революции. Это конфликт между производительными силами и производственными отношениями. Они говорили о социально-политических предпосылках. Но тут больше Владимир Ильич Ленин потом добавит о том, что мало иметь экономические предпосылки, надо еще, чтобы созрела революционная ситуация. Да? 3 признака. Ну и, наконец, кроме объективных социалистических предпосылок революции, социальной революции, нужно, значит, сейчас, подождите, тут, нужны субъективные предпосылки, зрелые субъективные предпосылки. Ну, это наличие революционного класса, пролетариата, который способен на массовые революционные действия. Второе, наличие у революционного класса союзников. Причем, значит, Фридрих Энгельс первый, оказывается, еще до Владимира Ильича, определил, что союзником рабочего класса будет крестьянство. Но другое дело, что он крестьянство делил, действительно, да, он выделял там вот эту вот верхушку, как мы говорим, кулаков, да, вот, сельской буржуазии, и вот предлагал опираться на беднейшие слои. И, значит, и другие слои могут быть, слои населения могут быть союзниками революционного класса. Без союзников, говорят, даже пролетариат не может победить один. Да. И, наконец, значит, Вывод, пожалуйста. Все, заканчиваю. И движущие силы революции должен возглавлять боевой авангард. Это партия, пролетарская партия, причем ориентированная на победу в социализме. Слово Августе Дмитриевне Марфусаловой, кандидату философских наук. Августа Дмитриевна продолжает как бы тему Иннокентия Ивановича. Она развивает вопросы в своем докладе. Теоретическое наследие Карла Маркса. Создание пролетарской партии. Создание пролетарской партии. Он уже рассказал почти Ну, все. правильно. Борьба. Немножко другой интерпретации его мысли Ой, вы будут пропустили излагать. Вячеслава Семеновича. Подготовиться Вячеславу Семеновичу. Вот я его не увидела, оказывается, в зале. Первой пролетарской партии Союзу коммунистов посвящена обширная литература. Первыми историографами были Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Произведения Карла Маркса «Господин Фогт» и Фридриха Энгельса «К истории Союза коммунистов» лежат в основе этого вопроса. Формирование классового сознания рабочих в 40-х годах XIX века происходило под влиянием промышленного развития и успехов стихийного рабочего движения в разных странах, а также распространением идей научного коммунизма. Энгельс в своей работе «Революция и контрреволюция в Германии» в 1851-52 годах писал: «Эти рабочие составляли только меньшинство. В 40-х годах пролетариат только складывался в социальном отношении и был далек от того, чтобы стать классом. Уровень сознательности и организованности был низок. В 40-х годах группа немецких ремесленников, находившихся за пределами Родины, объединились в тайный союз справедливых. К тому времени, когда Карл Маркс и Фридрих Энгельс провозгласили положение своего учения, союз уже был сложившейся организацией со своим уставом. Идейная платформа и программа постоянно менялись на фоне развития философских и социальных идей. Уравнительные идеи богоизма и утопического коммунизма Вейтинга, социализм Оуэна и фейербаховской критики религии, немецкий социализм
были в разное время содержанием основных документов этого союза. К началу 1847 года руководители Союза справедливых, вот уже Иннокентий Иванович об этом говорил, обратились к Марксу и Энгельсу вступить в их союз и помочь в разработке новой программы и организационной перестройки. Их представитель Иосиф Моль встретился с Марксом в Брюсселе, в Париже с Энгельсом. Перед Марксом и Энгельсом открылась возможность направить деятельность Союза к своей цели – создание пролетарской партии на основе принципов научного коммунизма. Оценивая роль руководителей Союза справедливых Англии, Шаппера, Молля, Бауэра, Энгельс писал: члены Союза были почти исключительно настоящими ремесленниками, которым была еще присуща масса цеховых представлений. Величайшую честь этим ремесленникам делает то обстоятельство, что, будучи сами, который только переходит в ряды современного пролетариата и не стояла еще прямой противоположности буржуазии, то есть крупному капиталу, они оказались в состоянии инстинктивно предвосхитить свое будущее развитие и конституироваться, хотя еще и не вполне сознательно, как партия пролетариата. Здесь отмечено своеобразие этой организации, ее переходный характер от тайного общества ремесленников к пролетарской партии, начертавшей на своем знамени лозунг борьбы за освобождение рабочего класса. Считая, что создание партии возможно только в результате широкой пропаганды идей научного коммунизма и преодоления мелкобуржуазных идей и утопических взглядов, Маркс и Энгельс устанавливали связи с отдельными группами и координировали их действия. Для этого были созданы корреспондентские комитеты, имевшие интернациональный характер. Важным этапом был брюссельский период 1946–1848 годов. Борьба против мелкобуржуазных концепций и пропаганда своих идей на страницах газет, создание немецкого рабочего общества и Брюссельской демократической ассоциации сыграли немалую роль в расширении круга единомышленников. 2 июня 1847 года в Лондоне состоялся первый конгресс Союза справедливых, фактически ставший учредительным конгрессом Союза коммунистов. В нем не участвовал Маркс, и основную нагрузку нес Энгельс. В результате в устав внесены положения из принципов коммунизма, которые написал Энгельс. Демократический централизм, отчетность и выборность руководящих органов, а также изменен девиз общества. Вместо «все люди-братья» было записано «пролетарии всех стран, соединяйтесь». Созданием Союза коммунистов завершился первый этап борьбы Маркса и Энгельса за создание пролетарской партии. 20 ноября 1947 года открылся второй конгресс Союза коммунистов, который сыграл важную роль в истории международного коммунистического и рабочего движения. Маркс и Энгельс охарактеризовали его как первый международный конгресс пролетариата. Утвержден устав коммунистов, целью общества провозглашено свержение буржуазии и уничтожение общества, основанного на антагонизме классов, строительство нового, бесчастной собственности и классов, господства пролетариата. Марксу и Энгельсу поручено разработать манифест как изложение научного мировоззрения и первый программный документ коммунистов. В феврале 1848 года манифест был одобрен и распечатан. В манифесте подчеркнута авангардная роль пролетарской партии, провозглашена цель формирование пролетариата в класс, неспровержение господства буржуазии, завоевание пролетариатом политической власти. В новую форму борьба Карла Маркса и Энгельса за создание пролетарской партии вступает весной 1848 года с началом революции в Германии. Опыт первых месяцев революции позволил основоположникам научного коммунизма оценить соотношение классовых сил Германии. Это сыграло решающую роль при выработке тактики коммунистов революции. Они пришли к выводу, что в создавшихся условиях единственно правильным являются действия на переднем плане, чтобы побуждать мелкобуржуазных руководителей более решительными действиями и из-под готовить рабочих к осознанию их классовой задачи. В 20-х числах марта 1848 года ими разработаны требования Коммунистической партии в Германии.
где сформулирован ряд условий, при которых буржуазно-демократическая революция должна успешно завершиться. Это ликвидация политической и экономической раздробленности Германии, создание единой республики. Однако Союз коммунистов оказался не готов для деятельности в обстановке демократических свобод, завоеванных на баррикадах Мартовской революции. Отсутствие прочных и регулярных связей с большинством местных обществ Союза, различия условий и политической обстановки в регионах Германии привели к сепаратизму, парализовавшему работу Центрального комитета. Вопрос об организационных формах Союза коммунистов и целях его борьбы стал предметом дискуссий в зиму 1848-49 годов. После поражения революции весной 1849 года Маркс и Энгельс сочли целесообразным приступить к созданию широкой самостоятельной пролетарской партии. Также на повестку дня все острее поднимается вопрос создания национальных партий. Осенью 1850 года произошел окончательный раскол в Союзе коммунистов. В мае 1851 года по Германии прокатилась волна арестов членов Союза коммунистов, что показывает серьезную опасность сплоченной политической партии для власти. Карл Маркс подключился к политической защите своих арестованных коллег. В этой ситуации Маркс и Энгельс пришли к выводу, что Союз коммунистов исчерпал свои возможности и продолжать его деятельность в прежней форме опасно. 17 ноября 1852 года на собрании Лондонского округа было принято решение о распуске местной организации. Организация выполнила свое историческое назначение на первом этапе рабочего движения, явившись превосходной школой деятельности для пролетарских революционеров. Союз коммунистов сыграл огромную роль в пропаганде идей научного коммунизма среди рабочих. Маркс и Энгельс рассматривали его как начальную форму пролетарской партии, которая будет создана при более благоприятных условиях. В письме к Фрейлиграду 22 февраля 1960 года он пишет: «Союз, так же как общество времен года в Париже, как сотни других обществ, был лишь эпизодом в истории партии, которая повсюду стихийно возрастает на почве современного общества». Карл Маркс и Фридрих Энгельс не оставили специальной работы, в которой в целостном виде были бы изложены их взгляды на партию. Концепция партии складывалась постепенно, отдельные ее элементы разрабатывались в связи с общими проблемами рабочего движения. Ее основу составляло убеждение в необходимости для рабочего класса иметь руководящий орган – партию. В тезисах о Фейербахе весной 1845 года Маркс подчеркивает значение революционной практической деятельности не только для познания природы и общества, но и для их преображения. Философия лишь различным образом объясняет мир, но дело заключается в том, чтобы изменять его. В 1884 году Энгельс писал: «Для того, чтобы пролетариат в решающий момент оказался достаточно сильным и мог победить, Маркс и я отстаивали эту позицию с 1847 года, необходимо, чтобы он образовал особую партию, отдельную от всех других и противостоящую им, осознающую себя как классовую партию». Вот мы можем сказать сегодня, что мы классовая партия? Вопрос, да? В период деятельности Союза коммунистов были разработаны организационные принципы построения партии, что воплощено в уставе. Сама организация, писал Энгельс, была насквозь демократична, с выборными и в любое время сменяемыми комитетами. Уже одно это закрывало путь всяческим заговорщицким стремлениям, требующим диктатуры. Новым этапом создания Марксом и Энгельсом учения о партии начался после образования массовых рабочих и социалистических партий по мере роста рабочего движения. Первой марксистской партией стала Германская социал-демократическая партия в 1869 году. А к 1893 году они уже действовали в 16 странах. С учетом их опыта Маркс и Энгельс обосновали важность высокого теоретического уровня партии, научности и реалистичности ее программы. В период обсуждения Боннской программы Германской социал-демократической партии Маркс полагал, что, принимая программу, коммунисты воздвигают тем самым перед лицом всего мира
вехи, по которым люди судят об уровне партийного движения. Анализируя деятельность германских социал-демократов и французских социалистов, Маркс и Энгельс пришли к выводу о закономерном характере внутрипартийной борьбы, ее значении для обеспечения безопасности партии. Они указывали, что важным условием крепости партии, ее способности к самосовершенствованию является воспитание ее кадров, в ее способности к самосовершенствованию является воспитание ее кадров в духе пролетарской критики и самокритики, о чем очень много говорил Владимир Ильич Ленин, помнится, да? И именно этой идеей руководствовался Маркс, когда писал работу «Критика Готской программы», и Энгельс в работе «Критики проекта социал-демократической программы» 1891 года. Опыт партии, действующей в разное время на территории России, во многом подтверждают выводы основоположников коммунистического учения. Массовое общественное сознание созревает достаточно долго. В зависимости от критичной ситуации, социально-экономического положения народных масс, наличия лидеров и позиций властей и так далее. Как мы видим, к созданию единой коммунистической партии создатели научного коммунизма шли долго. Вот и на современном этапе развития человеческого общества в России, когда не утихает шквал очернения коммунистического прошлого, россияне не могут сразу отойти от шока перестройки. В таких условиях нужна долговременная, терпеливая работа как по сдерживанию курса давления на людей, так и восстановления справедливой истории. Ну, мы должны признать факт, да, вообще существующее сегодняшнее общество, да, оно, конечно, качественно совсем иное по своему содержанию. Если раньше Маркс говорил и мечтал о том, что победе пролетарской революции мы сможем прийти только лишь тогда, когда мы повысим сознание рабочего человека, то есть сделаем его грамотным. Это люди же вообще были неграмотные. Так вот, для чего была его теория, скажем, подготовлена вместе с Энгельсом? Для того, чтобы вот этой наукой овладели рабочие, поскольку они были вообще, конечно, неграмотны. А сейчас посмотрите уровень образования какой. Их же не сравнить. И они против нас. Нет, я все равно знаю плохо Максима. Ага. Ну, хорошо, по этим вопросам надо спорить, конечно. Итак, мы тут приносим свои извинения уважаемому Вячеславу Семеновичу. Я без очков чуть. И Лазарь Степанович тут мне помогает так, что я пропустила выступление Вячеслава Семеновича Куличкина «Теоретическое наследие Карла Маркса и Фридриха Энгельса в области теории научного коммунизма». Вот сейчас нам дадут определение, что такое классы, да, что такое пролетариат, что такое социальная революция и так далее. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Тема была заявлена поручена мне Романом Иннокентием Ивановичем, секретарем Рискома по вопросам идеологии. Она состояла так, звучит: вклад Карла Маркса и Фридриха Энгельса в области научного коммунизма. Ну, конечно, выступать после таких наших именитых товарищей очень сложно, как якуты говорят, после большого шамана маленький шаман. И выступает. И потом... Переезжай себя, у тебя подготовка. Итак, и этой высокой трибуны хочу заявить, что утверждать о том, что у нас нет рабочего класса как таковой, ну это и даже неуместно, я считаю. Потому что пока человек продает свой труд, и пока есть такой категория эксплуататоры и эксплуатируемые, я полагаю, что это самое. А вот развивать, изучать марксизм как науку, конечно, вот Лазарь Степанович последние 20 лет, я сколько знаю, вкладывает в это дело очень большое свое время, свое знание. Все полное собрание сочинений Да, прочитал. все он перебрал. И Ленина, и Карла Маркса.
Да, это для нашей партийной организации, для республики в целом, для научного подхода к марксизму, это очень большой вклад, я считаю. И благодаря таким товарищам сама идея социальной справедливости и марксизма как науки, она никогда не исчезнет. И будут продолжатели этого дела. И я очень так коротко подготовился, потому что тема огромная, за раз не раскрыть, но основываясь в трудах, которые Владимир Степанович, работав его, я вычитал, то, что сумел, и хотя бы хочу для вас зачитать. Карл Маркс и Фридрих Энгельс свой грандиозный проект будущего развития человечества разработали на основе научного анализа и обобщения исторических корней и теоретических источников развития человеческого знания. В частности, марксистская теория научного коммунизма разрабатывалась на основе марксистской философии и марксистской политической экономии, а непосредственным теоретическим источником является утопический социализм и коммунизм, разработанный двумя поколениями утопистов. Мы об этом знаем. Категорию социализм в научный оборот ввел английский утопист Томас Мор в своей работе «Утопия». А категорию коммунизм итальянский утопист Томмазо Кампанелло в своем городе, о своей работе «Город солнца». В 1874 году Фридрих Энгельс дал такое разъяснение. Социализм – это буржуазное движение, а коммунизм – это пролетарское движение. Прежний социализм, хотя и критиковал существующий капиталистический способ производства и его последствия, он не мог объяснить его. Это было сделано Карлом Марксом благодаря открытию прибавочной стоимости. Карлом Марксом было доказано, что присвоение неоплаченного труда есть основная форма капиталистического способа производства и осуществляемой им эксплуатации рабочих. В результате эксплуатации наемного рабочего капиталист выколачивает больше стоимости, чем он заплатил за нее. Эта прибавочная стоимость образует ту сумму стоимости, из которой накапливается постоянно возрастающий капитал. Таким образом, Карлом Марксом объяснено, как совершается капиталистическое производство и как производится капитал. Благодаря этим двум великим открытиям Маркса социализм стал наукой. Оставалось разработать ее во всех ее частностях и взаимосвязях. Между тем, факты все большей наглядностью показывали всю живость учения буржуазной политической экономии о тождестве интересов капитала и труда, о всеобщей гармонии и всеобщем благоденствии народа как следствие свободной конкуренции. Исследования показали, что вся прежняя история, за исключением первобытной, была историей борьбы классов, что эти борющиеся классы являются в каждый данный момент продуктом производства обмена, словом экономических отношений своей эпохи. Выяснилось, что экономическая структура общества каждой данной эпохи образует ту реальную основу, которой и объясняется вся настройка, состоящая из правовых и политических учреждений, равно религиозных, философских и иных воззрений. Карл Маркс в совместном произведении «Немецкая идеология» сделали более развернутое научное обоснование о всемирно-исторической роли пролетариата. Они обосновали в общих чертах главные экономические, политические и идеологические предпосылки пролетарской революции,
целью которой является завоевание политической власти. Они в этой работе наметили некоторые основные контуры будущего коммунистического общества. Его отличительная черта в том, что люди при коммунизме, сознательно используя объективные экономические законы, получат власть над производством, над обменом, над своими собственными общественными отношениями. Карл Маркс и Фридрих Энгельс в манифесте Коммунистической партии писали: пора коммунистам перед всем миром открыто изложить свои взгляды, свои стремления и сказкам о призраке коммунизма противопоставить манифест самой партии. На этом я завершаю. Вопросы будут, ответит Лада Степанович. Ну, я ссылку сделал на его работу. А первоисточниками научного коммунизма что является, скажи-ка? Я считаю капитал. Нет, в теоретическом плане я спрашиваю. Источниками, на которых базировался научный коммунизм. Это утопический, Не, ну, прошу прощения. мы же, как говорится, только что я сказал, что вообще сама общество социальной справедливости как таковой, когда человек человека гнобил, когда человек... Это основание. Да. А вот источниками, на чем базировались? Они же не сразу стали писать, не сразу стали. Они же изучали что-то прежде чем. Ну, это Тот же тех город же Солнца. философов античных, которые начинают, да, Вот. античные философы, которые говорили, писали, потом, это же философия сама жизни подталкивала человека, что человек должен находить какую-то дилемму. Не должно же быть, чтобы человек... Потом Карл Никита Иванович, по-моему, говорил, что все эти информации, и тут Владимир Степанович тоже пишет, подчеркивает о том, что все информации, которые до нас, до этого развивались, они были все вот как, человек человеку угнетал. Только в первобытном обществе там более-менее так нормально. Нет, там ничего не было. Там обмена не было, как таковой, поэтому как бы... Ну хорошо, два слова. Добавлю. Спасибо. Всего, спасибо. Значит, конечно, Как вам... вы его взяли, отпустили? Подождите, может, еще есть вопросы? И он сказал, У меня есть вопрос. он сказал, Когда был этот, Мор написал вот это? Мор? Томас Томас Мор. Томас Мор. Ну, в 16 веке. В 16 веке. подайте я не скажу. Он сказал, что я отвечу. Он правильно сказал, потому что это сложная тема, которую я не раскрыл. Понимаете? Но его обвинять нельзя. Марксизм такая сложная наука. Значит, теория научного коммунизма произошло корневая система утопический социализм, коммунизм. Он назвал социализм, Томас Мор придумал, коммунизм Томмазо Компанелли, итальянский утопист. Они, это прекрасная мечта была, то есть они не указали, кто же переведет исполнение к мечту, потому она утопия, миф, который реализовать невозможно. А как получилось теория научного коммунизма? К сожалению, он до конца это не дочитал, там у меня все хорошо написано, потом в русском простом языке, без научной терминологии. За результат 32-летнего совместной теоретической работы Карл Маркс и Фридрих Энгельс разработали универсальный общий теоретический модель коммунистического общества. И не поленились указать. Я вам здесь, как видел, реплики сказал. Значит, она будет, это теория научного коммунизма, это проект строительства коммунистического общества. С чего будет состоять? Вот переходный период от капитализма к коммунизму, то есть капитализм превращается в коммунистический переходный период. Это в Советском Союзе строилось до все время существования. А потом, которые говорили, нас воздействовали, мы строим там первый пас, это все миф. Никакой амнистии находился в переходном периоде. Никто не знает, сколько будет длиться переходный период. Его показывает госпожа практика, когда все условия созреют, чтобы перейти к первой фазе. Как перейти? Я нашел впервые
о работе государственной революции и детской больницы коммунизма Владимир Ильич написал практически концепцию первой фазы, теоретическую модель первой фазы, и состоит из 4 этапов, 6 критерий. Все о работах это все можно найти. Методика научной работы позволяет их найти. Понимаете? Это все изложено. А господин, товарищ Куличкин этого не сказал, потому что, ну, его не обвиняли, это сложная тема. Понимаете, как мы делаем? А потом Владимир Ильич 55 томов написано до начала строительства, до начала строительства переходный период написано. Поэтому Ленина обвинят оппортунизм и ревизию совершенно нереально. И там я нашел в 19 году в докладе о коммунистической сегодня, как Московской городской партийной организации БКББ, он ввел категорию социализм. Я понял, очень долго я этим мучился, с этим нашел. Он добавил между капитализмом и переходным периодом социализм добавил. И он сказал, это этап создания крупных предприятий. Если посмотреть экономический строй России, то коммунистически там ничего нет. Правильно же? Совершенно безупречно. Потому что между капитализмом переходным он придумал социализм. Этому социализму посвящено все 55 томов. Понимаете, как бы нет? Поэтому вина тут Сталин, конечно, крупнейший теоретик. Он знал марксизм хорошо. Как, почему он его перетащил в переходный период, это Сталина надо спросить. Ему заблудиться. Каждому по труду. Благодаря великому Сталину. Понимаете, какой? Потому что переходный период и еще Ленин концепцию о моде первой фазы, это граница между переходным периодом и первой фазой. Это когда будет показывать, господа, практика. Когда производительность труда будет самый высший в мире, чем Соединенные Штаты Америки. А мы, когда разрушались, у нас производительность труда, промышленность осталась в 2 раза, сельское хозяйство 5 раз. Мы построили переходный период? Нет. Нет. Понимаете? Господа практики. Все, спасибо. Ответил я. Да. Спасибо, Вячеслав Семенович. Следующий давайте. Перерыв будет? Мы заканчиваем. Да. Так, Вячеслав Семенович, вам большое спасибо, поскольку Петр вы Леонидович. ответили на вопрос частично, как формируются классы, да, в зависимости от эпохи. Да? Так, Петр Леонидович. так, мы предоставляем слово секретарю депутату Государственного собрания ЛТУМЕН, секретарю Якутского райкома Амосову Петру Револьдовичу. Тема выступления Петра Револьдовича «Карл Маркс и Фридрих Энгельс у истоков создания единой социал-демократической партии в Германии». Пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер, товарищи. Вот на днях была статья в газете «Завтра» «Государство для идеологии, а не идеология для государства». Ну, если кто найдет эту статью, в интернете она есть, прочитайте, там довольно такие интересные моменты есть. Может быть, мы где-то и найдем вопросы на ответы, то, что сегодня происходит на территории нашей страны, Российской Федерации. А теперь тема. Карл Маркс и Фридрих Энгельс у истоков создания единой социал-демократической партии Германии. Создание партии было подготовлено деятельностью, основанного Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом Союза коммунистов, распространением в Германии революционных идей Первого интернационала, борьбой Маркса, Энгельса и их учеников против влияния буржуазной и мелкобуржуазной идеологии, против различных течений мелкобуржуазного до марксовского социализма. В 1869 году на съезде в городе Эйзенахе в результате слияния на революционных принципах, созданного в 1868
году Нюрнбергского объединения рабочих союзов с левыми элементами, возникшего в 1863 году Лассальянского всеобщего германского рабочего союза, была создана социал-демократическая рабочая партия Германии, да, в скобке Эйзенахсе. Создание Эйзенахской партии заложило фундамент революционной партии немецкого рабочего класса. Эйзенахцы являлись сторонниками научного социализма и пролетарского интернационализма, выступавшие за защиту Парижской коммуны 1871 года. Да? Партия эйзенахцев укреплялась в борьбе с лазальянством, противовес лазальянцам, склонившись к поддержке бисмарковской политики объединения Германии сверху и на прусско-милитаристской основе, руководители эйзенахцев Бебель и Липнер, следуя указаниям Маркса и Энгельса, стремились направить немецкое рабочее движение на путь борьбы за революционное объединение Германии снизу и в дальнейшем на путь борьбы за социализм. После объединения Германии значительная часть разногласий между эйзенахцами и лассальянцами отпала, что явилось одной из предпосылок к их объединению. Среди сознательных пролетариев в Германии все больше распространялось понимание того, что лишь сплоченной борьбой против предпринимателей и прусско-германского милитаристского государства рабочий класс сможет добиться осуществления своих социальных требований. В 1875 году на съезде в городе Гота лассальянцы объединились с эйзенахцами, была создана единая партия немецкого рабочего класса, именовавшаяся до 1890 года Социалистической рабочей партией, затем Германской социал-демократической партией. Партия была призвана указать трудящимся Германии пути и средства борьбы против юнкерско-буржуазного эксплуататорского строя, против милитаризма. Однако принятая на объединительном съезде в Готе программа социал-демократической партии не отвечала этому требованию, она содержала большие уступки лассальянству, в ней отсутствовал важнейший пункт о диктатуре пролетариата. Маркс и Энгельс считали создание единой партии германского пролетариата насущной задачей, но высказывались против объединения эйзенахцев с лассальянцами на оппортунистической основе. Руководители германской социал-демократии не приняли во внимание указания Маркса и Энгельса по вопросу объединения и скрыли от партийных масс написанный Марксом критический разбор проекта программы социал-демократической партии, подготовленного к учредительному съезду в Готе. Но на практике социалистическая рабочая партия в противовес компромиссной готской программе в целом проводила революционную политику. Классовая борьба способствовала постепенному распространению идей марксизма в Германии. Укреплялось влияние социалистической рабочей партии. В этой обстановке юнкерско-буржуазное правительство ввело в 1878 году исключительный закон против социалистов. Он просуществовал 12 лет. Эти годы Ленин назвал героическим периодом немецкого рабочего движения. Борьба немецкой социал-демократии за демократическое развитие отвечала интересам всей нации. Деятельность партии была перестроена применительно к условиям ее вынужденного нелегального существования. Партия успешно сочетала легальную и нелегальную борьбу, парламентские и непарламентские выступления, укрепляла связи с массами, проводила среди них широкую просветительную работу. В 1879 году вместо запрещенного органа социал-демократии была основана нелегальная социал-демократическая газета, она очень сложно читается, выходившая сначала в Цюрихе. С помощью Маркса и Энгельса были успешно преодолены как выявившиеся партии правый оппортунизм, так и путчизм левацких элементов.
В этот период в Германии выросла целая плеяда классово сознательных деятелей рабочего движения. Социал-демократическая партия стала самой авторитетной партией международного пролетариата. Ее политика была тогда образцом марксистской политики и тактики классовой борьбы пролетариата. В 1989 году германская социал-демократия приняла активное участие в основании Второго интернационала, деятельности которого она играла важную роль. Несмотря на жестокие репрессии, количество голосов, поданных на социал-демократов на выборах Рейхстаг в 1890 году достигло 1 427 увеличилось число членов профсоюзов с 50 тысяч до 250 тысяч. Да, усилилось забастовочное движение, убедившись в неспособности правительства с помощью исключительного закона приостановить рост рабочего движения, Рейхстаг в 1990 году отказался продлить этот закон. В годы, последовавшие за отменой исключительного закона против социалистов, быстро увеличилась, численность партии росло, количество ее мест в Рейхстаге. В 1990 году социал-демократы располагали 35 мандатами, а уже в 1998 году уже 56. Это была 1/4 часть, да, от депутатов. В 1991 году съезд германских социал-демократов в городе Эрфурте принял новую программу, которая была шагом вперед по сравнению с Готской программой и теоретической основе стороны, как писал Энгельс, в целом была составлена на основе современной науки. В нее были включены положения об овладении пролетариатом политической властью, уничтожению классов и классового господства как конечной цели партии. Однако в этой программе отсутствовало не только требование диктатуры пролетариата, но и лозунг «буржуазно-демократическая республика», что вызвало критику со стороны Фридриха Энгельса. С наступлением эпохи империализма социал-демократической партии значительно усилились оппортунистические движения, тенденции. Главная опора оппортунизма была рабочая аристократия, да, как указывают нам историки. Но социал-демократическая партия Германии еще стояла тогда на позиции классовой борьбы, и в духе буржуазного реформаторства призывы к классовому сотрудничеству пролетариата и буржуазии встретили активное сопротивление против ревизионизма. Решительно выступили тогда Роза Люксембург и Бебель. Однако ревизионисты не были изгнаны из партии. Полный идейный разгром бернштейнианства был осуществлен Лениным, вскрыв идейные истоки оппортунизма. Ленин высказался за немедленный разрыв революционной социал-демократии с бернштейнианцами. Да? В условиях подъема рабочего движения в начале 20 века развернулась ожесточенная дискуссия о применении массовой политической стачки и о роли профсоюзов. Под давлением революционных масс, я заканчиваю, сколько еще осталось? Время, да? Ага, ну тогда 3 слова. Вот, поэтому партии самой нарастали противоречия между массой рядовых членов с одной стороны и ревизионистскими и центристскими лидерами с другой. Да? Это с особенной остротой проявилось в ходе борьбы за всеобщее избирательное право в 1910 году, когда социал-демократам лидерам удалось воспрепятствовать проведению политической массовой забастовки. Да? Поэтому, например, немного сравнив то, что сегодня происходит и в нашей, скажем, да, левопатриотических силах. И завершающий доклад тема «Борьба Карла Маркса и Энгельса за создание международного товарищества в работе. Первый интернационал».
кандидат философских наук, доцент Заярный. Наш председатель. Спасибо большое, уважаемые мои коллеги, единомышленники, друзья. Мне вообще трудно выступать, поскольку все уже выступили и все уже раскрыли. Итак, тема, связанная с созданием международного товарищества рабочих, да, первого интернационала. Ну, давайте рассмотрим, какова была историческая обстановка в середине XIX века. Надо отметить, что современники отмечали, что она была достаточно благоприятной воплощению в жизнь идей Маркса и Энгельса о создании единой боевой, скажем, международной организации. Этот период связан с международным экономическим кризисом. И вот этот экономический кризис, он привел к стачечным боям в таких странах, как Германия, Италия, Англия, Франция. И в этот момент в Европе поднимается буржуазно-демократическое движение. В этот момент, значит, английские рабочие боролись против своего правительства, которое хотело поддержать гражданскую войну в Соединенных Штатах Америки и выступить на стороне рабовладельческого юга. Да, в этот момент сами же английские рабочие боролись за, скажем, за участие в избирательном праве в самой стране. В этот момент произошло польское восстание, как вы помните, да, которое было разгромлено. И вот эта вот вся, как бы, в Европе обстановка, она как бы наталкивала пролетариат на то, что вот то, что они разрозненно борются, каждый сам по себе, что вот это нужно объединение, да, создание какого-то такого мощного единого рабочего движения. И вот эта идея, она, скажем, была реализована после того, как в Лондоне на большом митинге в Сент-Мартинс-Холле, да, под руководством Третьего, а это сильные были профсоюзы, крупные в Англии, да, они как раз вот инициировали этот митинг, который в первую очередь, скажем, ставил вопрос запрета правительства, значит, вмешаться в войну гражданскую в Соединенных Штатах, ну, то есть в Америке, это сейчас они Соединенные Штаты Америки. И, значит, вот на этом же митинге было создано Международное товарищество рабочих, которое, значит, в принципе, разработала, благодаря тому, что там, значит, в митинге принял участие как делегат от Германии Маркс. Он большого интереса к этому митингу не проявлял. Он тогда был заинтересован в скорейшем завершении своего научного труда «Капитала». Но когда он увидел тенденцию настроения, да, он активно включился в эту работу. И благодаря его участию были разработаны, значит, и манифест учредительный, и временный устав учредительный. И надо сказать, что в манифесте, значит, этого международного товарищества, так же, как и в коммунистическом манифесте, был провозглашен лозунг «Пролетарии стран, соединяйтесь». Таким образом, Маркс отмечает, да, что момент был очень сложный и трудный, ну, поскольку тут надо было лавировать. И он так говорил: необходимо, вот видите, надо учиться у наших предшественников, необходимо быть сильнее на деле и умереннее по форме. То есть где-то, значит, проявлять жесткость, да, силу, а где-то надо уметь, скажем, идти на компромисс. И вот надо сказать, что вскоре после того, как было создано международное товарищество, да, были созданы его рабочие органы, которые назывались вот таким вот образом, да.
Сейчас скажу. Так, Конгресс, да? Во главе стоял Конгресс, и этот Конгресс должен был работать, как бы, ну, созываться для работы международной один раз в год. И вот я тут хотела бы сказать, что во главе этого, скажем, Конгресса, ну, или товарищества был поставлен Генеральный совет, и, значит, он определял, да, где будет работать, значит, интернационал, ну, он так назывался первый теперь уже интернационал, да, в какой стране будет проводиться конгресс или конференция, вот определял повестку и так далее. Я раскрою несколько, скажем, первых таких состоявшихся конференций и конгрессов. Вот первая конференция интернационала состоялась в Лондоне в 1865 году с 25 по 29 сентября. Здесь были заслушаны отчеты генерального секретаря, представители, скажем, рабочих движений Франции, Швейцарии, Бельгии, рассматривались вопросы кооперации, сокращения рабочего времени, о женском и детском труде, вопросы профсоюзов, о влиянии постоянных армий на интересы рабочего класса. И вот, скажем, здесь вот говорится о создании кооперации, да, то есть кооперативное движение, то есть создание производств без владельцев, да, скажем, средств производства. Это как бы по принципу как наших колхозов, да, то есть такая вот как бы кооперация. Но Маркс отмечал, что создание таких производств, наверное, не будет приветствоваться буржуазией, да, и будет как бы со стороны буржуазии наблюдаться противостояние, да, всем этим движениям. Далее, что вот тут вот интересно. Например, Конгресс Интернационала, заседавший в Женеве в 1966 году, он проходил без Маркса, но Маркс написал инструкцию делегатам Временного Центрального Совета о том, какие вопросы надо рассматривать, какие решения нужно принимать. И вот надо отметить, что главными вопросами этого Конгресса были вопросы упразднения женского труда, да, на производстве. Ну, хотя это, оказывается, основными участниками это не было принято. Далее, охрана труда, борьба за 8-часовой рабочий день. Далее, участие и освобождение женщин от ночной смены. Запрет работать детям до 9 лет. То есть можно было начинать работать детям с 9 лет. Кроме того, здесь была проведена градация и устанавливалось требование к продолжительности рабочего дня. Впервые это, да, для подростков и молодежи. Там 2, те, кто работает 9-12 лет, им 2 часа можно в день работать, да? Тем, кто 12-14 лет, им 4 часа. Ну, вот это практически нам знакомо, да? То есть это в нашем трудовом законодательстве сейчас присутствует. И так далее. Ну, конечно, и третий конгресс, который заседал в Лозанне, он открыл начало острой борьбы за влияние и борьбу за этот интернационал. Здесь были кто? Прудонисты, лассальянцы, да? Значит, были представители, скажем, бланкистов, были бакунисты, анархисты. Все хотели захватить это движение и через него проводить именно свою политику. Но вот именно благодаря Марксу и Энгельсу, да, удалось отстоять первый интернационал, и он был, надо сказать, вот именно с точки зрения движения с идеями научного коммунизма, которые были разработаны в трудах
Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Но надо сказать, после Парижской коммуны, как вы знаете, да, она потерпела поражение, работать международному товариществу в Европе уже не было никакой возможности. Да, там наступила такая реакция, было такое преследование, что сам интернационал перешел и перевелся и работал в Соединенных Штатах Америки. Но и там работать нормально, в легальных условиях возможностей не было. И поэтому в 1876 году состоялся последний конгресс интернационала, да, в Филадельфии, на котором было принято решение о его распуске. Таким образом, каковы же итоги деятельности, да, первого интернационала? Благодаря первому интернационалу было создано международное рабочее движение. Второе. Были образованы самостоятельные политические партии рабочего класса во всех странах Европы. Вот об этом говорили до меня выступающие. И третье, важный, наверное, итог деятельности заключается в том, что победа марксизма в рабочем движении была однозначной. И с 70-х годов XIX века марксизм становится ведущей идейно-теоретической силой в международном рабочем движении. Ну, я на этом вот завершаю. Я не знаю, там, как у меня с регламентом, готова ответить на ваши вопросы. Есть вопросы? Нет вопросов. Спасибо. И вам спасибо. Значит, порядка оказания практической помощи я набросал тут рекомендации нашей конференции. У вас есть рекомендации? Нет. Я хотела Знаете, вот, на ваше усмотрение. Вот практической конференции я рекомендую. Первое. Одобрить начало популяризации теоретического наследия Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Я думаю, во всей России еще не было ни одной конференции о теоретическом наследии Карла Маркса и Фридриха Энгельса, потому что нет такой отдельной работы. У нас только в Якутском региональном отделении почетный председатель написал такую работу. Второе. Рекомендовать Координационный совет Якутского регионального отделения УСО 1.2.1, но регулярно проводить научно-практические конференции, круглые столы по отдельным направлениям теоретического наследия Маркса и Энгельса. Мы сегодня рассмотрели все 4 направления. То есть одна не рассмотрит за болезни Гоголева. Философия, политэкономия, классовая и пролетарская революция и теория научного коммунизма. 4 направления. И 2.2. Опубликовать на страницах газеты «Коммунист» о начале работы Якутского регионального отделения по популяризации теоретического наследия Маркса и Энгельса, изложением важнейших положений некоторых докладов. Как думаете, такой рекомендация пойдет? Пойдет. Кто за такую рекомендацию, прошу голосовать. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Предложение небольшое. Да, пожалуйста.